Нормально? Да, нормально. 123/80. Измерить давление, проверить температуру, сатурацию, послушать легкие – стандартная процедура. Благодаря ей получаешь путевку на вакцинацию. Правда, этот пациент с ней уже знаком. Первый компонент «Спутника Ви» ему уже вводили 22 дня назад. Ему повезло с начала пандемии не заразиться коронавирусом. А теперь вакцина поможет выработать иммунитет до 2 лет. Ее размораживают в течение 15 минут. Второй компонент также вводится внутримышечно. Медсестра из флакона набирает 0,5 мл, вводит в плечо внутримышечно. После прививки пациенты находятся под наблюдением врачей еще 30 минут, а перед уходом вручают памятку о правилах поведения после вакцинации. Первые 3 дня нельзя мочить место инъекции, употреблять спиртное, запрещены тяжелые физические нагрузки. В общем, на всю процедуру уходит чуть больше часа. Врачи напоминают, до того, как привиться, пациенту необходимо также заполнить перечень документов. Мы им даем почитать, что тут написано, ознакомливаем их, и впоследствии они после ознакомления подписывают добровольно информированное согласие. Это согласие на то, что мы им проведем вакцинацию против коронавирусной инфекции. Также пациенты сами заполняют анкету пациента. Тут есть перечень вопросов. Заполняет, ставит дату и подпись. Это все мы вклеиваем в амбулаторную карту. Этот небольшой кабинет для проведения вакцинации в Карабулакской городской больнице открыли на скорую руку. Но все необходимое для проведения процедуры есть. Здесь же размещены холодильные камеры с вакциной. Если пациенту станет плохо, противошоковая укладка у медиков тоже под рукой. Вакцинация, как и прежде, бесплатная и добровольная. Врачи отмечают, что желающих ее пройти с каждым днем все больше. В основном среди них работающее население, военные, медики, а также люди старше 60 лет. Пока от привитых жалоб на самочувствие не поступало, а вот до прививки вопросов возникает немало. Больше всего интересуется, можно ли им прививаться, если они после 60. Очень часто интересуется, возникают ли реакции на проведение вакцинации. Даже спрашивают, стоит им или не стоит прививаться. Ну, конечно, стоит, учитывая эпидемиологическое состояние вообще в стране и во всем мире. Но у Марины Харсиевой вопросов и сомнений в необходимости вакцинации нет. Она сама работает врачом в этой больнице. Переболела COVID-19 7 месяцев назад, и она за прививки. Ежегодно проходит вакцинацию против гриппа. Всегда прививает и детей. Сама ознакомилась. Сейчас же все данные в интернете, слушаю телевидение. Ознакомилась с инструкцией. Принудительного ничего нет, все по желанию. Все для нас, все для нашего народа. Конечно, мы должны переживать за своих больных, за свой народ, за своих людей, детей. Принимают в основном по записям, так как в каждой упаковке по 5 доз вакцины пациентам назначается одинаковое время, потому что после разморозки флаконы можно хранить только в течение 2 часов. Зарегистрироваться на процедуру можно как по телефону, так и на портале госуслуг. Для этого пользователи заполняют форму услуги и выбирают удобную дату и время. А после вакцинации пациент получает приглашение заполнить дневник самонаблюдения. Он запущен для всех вакцинированных граждан в сентябре 2020 года. За 5 месяцев сервисом воспользовалось более 30 тысяч человек. Заполнено около 100 тысяч анкет. После проведения всей процедуры информацию врачи заносят в государственный регистр, а на портале госуслуг выдается сертификат о проведении 2 этапов вакцинации. Диана Дударова, Асхаб Белакиев, Новости 24.